Добрый день. Я вижу, что люди уже присоединяются к нашему эфиру. Сначала я бы хотела поздравить вас с Международным днем музеев, профессиональным нашим праздником. И в связи с этим мы вот вышли в прямой эфир. Наш эфир будет называться «Про музей вчера, сегодня и завтра». И сегодня нашими гостями будут Аиза Петровна Решетникова. Это основатель, идейный вдохновитель Музея музыки и фольклора народов Якутии и директор музея Мария Ильинична Корнилова. Вкратце, если рассказать о нашем музее, то он был создан в 1990 году, в январе, и через год, в 1991 году, приказом Министерства культуры номер 24 наш музей был преобразован в государственное учреждение культуры. И сейчас мы выйдем в эфир с Аизой Петровной Решетниковой, народной артисткой Республики Саха-Якутия, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза композиторов Российской Федерации, кандидатом исторических наук, лауреатом премии фонда Ирины Архиповой и лауреатом Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Сейчас мы присоединяемся к Аизе Петровне. Подключается, ожидаем подключения. Аиза Петровна, добрый день! Здравствуйте, добрый день! Праздником Международным днем музеев! Вы знаете, у меня очень много международных дней, так получилось. И День музыки, это мой муза, поскольку я пианистка. Да, профессиональный День праздник. театра международный тоже отмечаем, потому что родители были в театре выросла. Потом, значит, конечно, День науки, когда кандидатом исторических наук стала. И вот сейчас еще и День музея. Это самая замечательная деятельность вообще у нас с вами. И наш музей, я уточню чуть-чуть, мы возникли-то раньше государственно. Пока стать государственным, надо было работать общественным музеем. И вот мы с 88-го года уже были общественным музеем, как бы зарегистрированы. И в 89-м уже мы реконструировали венкийский праздник Бакалдын вот на речке Конкаме и провели его со студентами, и пришли еще и взрослые, так сказать, люди. Я помню, как мы всю ночь, белую ночь, мы составляли сценарий по книгам Мазина, Васильевич, и вот провели. И с тех пор вот этот удивительный народ ивенки, такой энтузиастичный. Вот, видимо, вот эта кочевая жизнь такая, вот надо что-то сделать, вот, ну, перекочевать, предположим, тут же все встают и тут же начинают работать. И вот так вот мы сделали, вот и с тех пор каждый год этот праздник Бакалдын, он развивается, он идет и мало того, что он здесь в городе, каждый, у них специальное место есть, вот скоро начнется этот праздник, все эти праздники народные, и вот по всем районам, там, где проживают ивенки, он даже перешагнул границы нашей республики. Он был в Красноярском крае, там есть, значит, ивенкийский поселок. В Китае они ездили еще. Это вообще вот удивительное развитие получили все вот народные, календарные праздники, которые были утрачены за 20 век. Но мы их в конце 20 века возродили. И вот, конечно же, да, и вот скоро начнутся у нас все эти праздники. Благо у нас теперь есть вот такая площадка на Исыхе. И, значит, и потом мы стали государственным, и началась уже такая серьезная работа. В каком отношении? Ну,
здания как не было, так и нет, да, фактически. Но оно у нас было поначалу, значит, ну, так важно было организоваться. И вот мы получили от музыкального общества в наследство, вот инициатором этого музея, ведь кто меня вызвал к себе и сказал: Аис, давай создадим музыкальный музей. А мне всегда как-то было скучновато в таких музеях, пардон. Там висят такие фотографии, ноты висят, значит, да, в других городах я смотрела, и вот и инструменты развешаны. А тут я сказала: ты знаешь, зал музыки, конечно же, будет, музыкальной культуры, но надо делать музей фольклора, потому что я только что вот написала вот свое исследование, 9 лет я писала это первую свою статью «Музыка якутских Аланхо». Вот, и в первые из 6 якутских томов вот такое была гениальная серия, 60-томная серия «Памятники фольклора. Народы в Сибири и Дальнем Востоке». И вот мне туда предложили войти, им на мое счастье, все музыковеды. Вот эта серия отличалась тем, что там были предварительные статьи, сам памятник публиковался фольклора, и были вступительные статьи и филолога, а тут еще и музыковедов. И вот от моего тома Крысдобели все отказались, музыковеды, на мое счастье теперь оказывается, потому что у него не было фонограммы, а во всех остальных томах были фонограммы, и поэтому такие были вот разработанные по одному типу статьи, вот несколько, значит, строчек расшифровки нотами и вот и объяснение вот лада, там, значит, всех этих музыкальных особенностей. А у моего памятника он был записан вообще в войну, начало войны, магнитофонов не было, 41-й год, значит, уже вот, и от руки в тетрадочках, и поэтому все отказались. А я выросла в театре, поэтому я знала, как пишу. И, в общем, дальше я начала его исследовать. Это были вот такие счастливые, почти вот 9 лет счастливых, когда я копалась во всех, освоила этнографическую литературу, не только музыковедческую, вот как по их вот, методике писать вот, с расшифровками. Кто их, вот, я писала для, ну как сказать, для всех. Как поют Полонхо? Эти хорошие люди со своими божествами, они предки наши, они первого героя Полонхо послали, как Адама послали на землю. И вот они пели в одном стиле, вот Дебо, да, абалы не могли так петь, и поэтому я, выросшая в театре, я знала, как поют мужчины абалы, вот с этими подъездами, такие, как бык порос какой-то из Нижнего мира, и вот такой грот, низкой тесситуры, без колыга, вот с таким носовым, и девки абалы очень приветливые, девушки были, и вот очень игривые, это стиль Дагарян, вот, как будто карикатура на Асохой, вот такие прыжки. В общем, написала, и вот заодно и в этой статье в своей, вот нас обучают так: этнографам в будущем не преподают фольклор, а фольклористам в будущем, да, ни за что этнографию не преподают. А жизнь-то, она синкретична, как и эпос. И вот оказалось, у меня было 2 вопроса передо мной: как поют и почему поют. А пели-то, вот я все выписывала. Столько лет, господи, 87 Маланхо я проанализировала таблицами, вот сделала. Вот это ночами, это 20 лет, в принципе, вот с тех пор, да, и теперь уже и Винкийский сделала весь эпос с таблицами. И вот сейчас, значит, конечно же, вот мы вот организовали его группой моей, значит, Николай Маркович Желобцов, это редактор радио. Всю жизнь он знал великолепно картотеку радио. И знал еще, когда вот эти фонды раз там в 10 лет ее переписывали на другую скорость. Менялась техника на радио, и переписывали все на другую скорость. И он знал эти дни, эти вот, ну, расписание такое. И когда они перепишут, старые пленки все выбрасывали.
на помойку везли, да? О, И вот, ну, а что делать? Они же их мгм, новые, это копии у них мгм. есть, а мы Да-да. знали об этом Мгм, расписании. И поэтому мгм, старые копии мы с Николаем Марковичем отбирали и, значит, носили. Иногда нас подвозили на машине мгм. вот в Да. музей, в фонд музея. И вот Николай Маркович, вот наш самый старейший вот работник вообще культуры, фольклора, сбора его, он очень был такой мудрый человек. И вот, значит, была Алла Абрамова, это дочь Константина Абрамова, ведущего солиста театра, и я ее помню в детстве там, ну, она младше меня, конечно, была, но вот она такая энтузиастичная тоже. И вот мы, вот она, потом у нас пришла к нам Лилечка, ну, вот как помощница в фондах. И вот так вот Феня Алексеевна потом к нам присоединилась, когда на пенсию ее, значит, она вышла на пенсию, она была заведующей залом музыкального театра, она сама как экспонат, понимаете? И вот это все вместе, да, и Мгм, когда люди приходили, она перед ними стояла с указкой и рассказывала, это было что-то. У нас тогда магнитофона, видео не было, и вот настолько у нас в памяти все осталось это, ну и то, что... И, кстати, вот мы, Феня Алексеевна, она, она выполнила у нас все. Знаете, что вот мы ей мгм, спросили ее, Феня Алексеевна, напишите о себе, напишите свою автобиографию. Ну, кто об этом расскажет еще? Ну, кто? Вот она стала, писала. И вот мы, значит, печатали все это, значит, выпускали, значит, там вот Татьяна Павлова была редактором ответственным. Одну книгу, вторую книгу, третью книгу. А вот вы еще вот вели на телевидении «Секрет пяти линеек» Феня Алексеевна, цикл для детей на якутском языке о классической музыке. Написала, все было у нее аккуратно уже, и мгм, готово было уже в напечатанном виде. И все это вот у нас совесть перед ней чиста, знаете, потому что вот очень трудно вот собирать вот эти такие материалы, когда уже человек ушел, вот это наша работа. И вот мы все мгм, это значит, сейчас, значит, еще ну, не только музыканты, но еще и ученые, фольклористы. Вот сейчас задумали мы с дочерью Сардану Платонной Аюнской, значит, такую, ну, как-то вот надо было сделать что-то, собрать видеомемуары, вот что. Она сейчас составляет список родственников, и потом будет выставка вот по ее трудам Сардана Платона. А мгм, занималась она чем? Загадками якутскими. мгм. В общем, нас ждет увлекательнейшая работа. Да. Да. Мгм, Вон там Михаил Шемякин рисует мгм, загадки, ну и мы будем тоже, да. Вот, мгм, и вообще вот музей надо было сначала обозначить миссию. Таких мгм, музеев нет. А фольклоре. Вот даже музыка это тоже временное искусство, да? И да. театр тоже временное искусство. Но как вот экспонировать театр? Ну, вот там у них есть декорации, у них там есть костюмы, да, вот что стоит в театральных Мгм, музеях? Костюмы, вот. А теперь появились еще и видео, вот видим, смотрим сейчас по телевидению, есть целый канал, вот, культура. телетеатр. И вот, значит, Мгм, у них вот такой, ну, такая продукция и экспонаты вот такие. А в фольклоре ничего нет. И вот мы начали с того, что вот поскольку я 20 лет работала на телевидении и радио, я знала, как делают продукции и мгм, телевизионная, и радио. И вот только у нас аппаратуры не было. Мы, правда, брали на радио. Вот Николай Маркович ходил и приносил, значит, эти вот, ну, магнитофон брал на время, и вот что-то начинали делать с ним. И вот, вот так постепенно еще у нас была фишка. У нас был Федор Александров, замечательный художник, который умел без воска делать восковые фигуры. И вот у нас появились, да, и вот у мгм, нас появился первым Яким Избеков. Вот, да, наш. Мы мгм, ездили к нему со всей группой, значит, мы везли в мешке гипс, несли по мгм, очереди там с мгм, Бестяха до его манды. И вот, значит, за день Федор его слепил,
вылепил, и он был сам художник. Яким Дмитриевич очень хороший художник. Да. И член Союза художников был. Он вообще многогранная личность. Вот один из первых хореографов, он даже раньше, чем Мгм. Зверев начал под влиянием, значит, в Москве, под большим влиянием своей вот подруги, которые, вот они в ГИТИСе вместе учились, значит, да, композитор, девушка, аристократка, вот сейчас Варвара, ой, извините, забыла, но мы о них у нас Ничего есть страшного. фильм, Да. вот, Мгм. да, и вот и о ней есть тоже музей, да, вот в одном из городов Золотого кольца вокруг Москвы. И вот дворянка, и вот очень интересная у них дружба была. Она, оказывается, она воздействовала на него. Я-то думаю, почему он такой? Все только в коммунизм вперед смотрят, да? Вот он скоро будет, и давайте идем к нему. А он все назад оглядывался, что мы можем потерять. И вот он занимался всем этим сам, вот сам себе задание давал, вот сделать это дерево Аллукмас, вот сделать этот шаманский вот птицы эти. В общем, удивительный человек-музей. И вот сейчас его дочь Альбина Якимовна, она очень хорошие детективы пишет. Это удивительный человек, Мгм. который вот имеет очень много наград от МВД вот за Мгм. вот, очень интересные детективы. Это наша Агата Кристи якутская. И вот она, вот год назад мы сидели в музее, было такое собрание, мы любим мечтать. Вот на собраниях мы любим мечтать. Мгм. Что бы сделать, да, Агатий Дмитриевич? И у него же эта усадьба-то его здесь стоит, там, вернее. Ну и вот написали план какой-то, и она пошла ножками в родной район, значит, и все. И люди откликнулись, и будет все-таки в результате, наверное, выделены будут деньги на то, чтобы воссоздать. Ну, не то, что там все есть, но нуждается все в ремонте. Она одна никак не может поднять всего этого. Мгм. И мы очень рады. И вот так мы, как сказать, ну, мы вот каждому деятелю искусства, вот науки теперь, да, вот к тех, кто пишет о фольклоре, мы всем вот такие создаем, как бы вот и вечера проводим очень такие интересные, записываем эти вечера, как бы ведем уже сбор вот этих вот мемуаров, видеомемуаров. И по плану идет сбор видеомемуаров. Это это вот наша продукция. Кроме того, мы стали кинопроизводящим музеем. Начали мы вот с большого проекта, ну, это хроника, ладно, хроника она была, вот, но хранятся все эти, значит, записи. Но вот Мария, вот сейчас она моя директор, я ее рекомендовала, Мгм. растила. И вот я просто всегда буду помнить, как она, а не замахнуться ли нам на Нюргуна Батора день Мгм. мультфильма. Ну, а поскольку Мгм. я делала уже столько таблиц, вообще вот этих структурных таблиц, она под моим руководством сделала вот год, наверное, или полтора работала над этим. Полностью никто в мире не сделал такую структурную таблицу вот Ниргун Батура Аюнского. То есть все вот было расписано по сценкам. И, кстати, вот этот метод, ой, Алина, Все хорошо Алина, видно, Аиза хорошо Петровна, видно, да? хорошо Да, видно, видно, да, да. хорошо, это у меня Мгм. исчезло. Ну вот, значит, и мы, сделав такой вот, смотри, вот тут что-то, пожалуйста, вот это. И там я видна там. Вот, о, спасибо. Да, вы И вот, видны. и так мы создали, когда нас выжили из этого здания прекрасного, обещав нам вообще целый этаж, вот строящийся домик, где мы сейчас находимся, Мгм. вот совершенно в таком забитом состоянии. Обманули, конечно, это удивительно, как премьер-министр на собрании говорил о первом этаже для музея Хаму, вернее, музей музыки и фольклора, второй этаж для музея Хамуса, и вот мы только начали мечтать о этих концертных залах, и все. И вот нам
этот Тютюнников, значит, получил деньги только от нас. Вот у них Хамус не ходил, директор, никуда, у них не было своего здания. И вот и поэтому они деньги не достали, а мы на свой этаж правительство перечислило. Они нас обоих, два музея, они построили хитрые, Тютюнников хитрый. Он построил на наши деньги третий этаж дополнительный. Вот во всем городе есть дополнительный внизу. Вы знаете, вот магазины, куда ни посмотри, два этажа подсобных, да? Там что угодно, детский сад, там, или, и в основном магазины. А у нас три этажа. Вопреки тому, что это девятиэтажное по проекту 9. Стало 10 этажей. А дело, что там с фундаментом, я еще вообще не знаю, как это все покажет себя. И, в общем, мы боролись. Ну, конечно, куда эту... Ой, Против это ужасно. системы. Вот, да, систему не перешибить, да. И вот, значит, никакие там ассоциации музыкальных музеев России писала, значит, и Спиваков, народный артист СССР, когда приезжал сюда, написал, вот он написал письмо Вячеславу Анатольевичу, кстати, и он тот выделил, вот президент-строитель выделил нам исторический памятник вот про гимназию на берегу вот Талого, вот, вернее, нашего этого Галошного озера, бывшую прогимназию, это здание 1873 года, и вот, ну, оно стоит с тех пор, и он ушел, президент-строитель, вот, и вот, значит, и с тех пор, это ужасно совершенно, это федеральный закон 73-й, наверное, все-таки с помощью новых людей, таких как Балабкина, да, вот они все-таки стремятся к тому, чтобы выполнить этот проект. У нее очень хорошая дорожная карта была, но как поведет себя дальше Минфин, вот неизвестно. Вот, и вот как же мы все-таки написали свою миссию, свой устав, давайте вернемся к этому, потому что слезать-то неоткуда было, таких музеев фольклора нет. И вот все-таки сформулировали, что наша миссия – пропаганда накопленных наукой знаний. За многие годы столько накоплено. И вот о традиционной культуре и музыкальном, в том числе фольклоре, нет, так, написано так, о традиционной культуре коренных народов. Это, значит, якуты, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, потом долганы и русские старожилы, вот, которые живут на Индигирке, они сюда пришли вообще с 16-17 века. Там, да, вот русское устье, Поход. А теперь присоединить хотим туда, вот начать изучение вот ленских ямщиков. Вообще, если вот спохватились поздно, вообще наш университет, вот русское филологическое отделение, почему туда не ездило с этими экспедициями записывать говор? Можно было бы даже восстановить то, какое село из какой губернии приехало русской. Да, какие корни оно имеет, если были эти магнитофонные записи языковых экспедиций. Вот с русским устьем-то все-таки выезжали, работали, и радиокорреспонденты, и вот у нас есть очень хорошие, значит, записи. И когда к нам приезжали раньше русские солярские, вот когда, помните, да, приезжали там теплоходы были, и к нам прямо толпы эти, значит, посменно сменяли друг друга, и они слушали, и среди них были русские, которые, они же живут на Аляске, и, видимо, тоже вот того же происхождения, на тех же кочах когда-то они, вот, правда, для вас это будет так, это Новгород, там, вот, да, вот, и вот те вот места, ну, Ломоносов-то из Архангельска, да, вот, и вот мы ехали на кочах, и у нас в будущем на нашем зале русского устья, вот этот тот путь будет на карте, там будут кочи, копии кочей. И, значит, и они привезли язык, и язык сохранили. Вот они говорили на языке 17 века, то есть фактически на языке Ломоносова. И вот когда я включала вот этот из отбросов радио, помните, я рассказывала, из этих выброшенных, ну, они же хорошие были, эти вот пленки, и вот мы там, значит, иллюстрировали наши стенды, и вот когда начиналась речь их, да подго временная упала, где ж, никто ничего не понимал. И вот и озеро, ты ножки приморозил, и песни шли, то есть это было так, и когда это услышал впервые Владимир Ильич Толстой,
Вот он теперь помощник президента, да, но он к Мгм. нам приезжал как директор Ясной Поляны. Это было такое вообще шок. Потом он приезжал и с женой своей, и со своим другом Шолоховым, и ездил 2 раза или 3 раза туда уже. И вот благодаря вот ему, я обратилась к нему, потому что надо было отправлять нам на один фестиваль. Мы решили все-таки, кто еще поможет им. И вот 2 ансамбля из Русского Устья, вот мы послали в Великий Новгород к 1150-летию русской государственности. У них был там большой фестиваль исторических реконструкций. А Русское Устье очень на наши арктические праздники все, вот, да, Венский праздник, цветение тундры, арктический праздник, встреча солнца, все приходили. И если наши национальные, так сказать, костюмы были очень красивыми, вот как ну, вот сейчас-то вы видите, это Мгм. бисерное шитье, это меха, а то русские гости, они были, ну, как, платья были сделаны из подкладочного материала, и потом эти ленты широкие, школьные были вот расшиты эти. И я ему Мгм. пожаловала, этому, уже он там Толстому. был, Мгм. Толстому, и вот, знаете, помогите нам. Их одеть вот к этому появлению их на старой, на прародине, в Великом Новгороде, чтобы они туда прибыли во всей красе. Он говорит, а напишите мне письмо. Я тут же написала. И он Мгм. тут же фактически на своем бланке помощника президента, значит, Российской Федерации ходатайство свое подал, и им выделили, вот 2 ансамблям выделили деньги. Ну, не через музей, а уже было какое-то, значит, канцелярия какая-то официальная, да, ну вот по КМНС, я не помню, как это точно называлось, и выделили деньги. И вот мы заказали каждому индивидуальный костюм. Это такое было время, мечта Мгм. воплощалась в жизнь. И вот, Мгм. значит, в мастерской Сахатеатра. Вот замечательные Мгм. мастера. Мы им приносили, правда, вот эти альбомы из библиотеки о русском севере, да, вот это все, что, ну, что реконструкции должны быть, не то, что там голову взбредет. И вот Мгм. они, эти исторические костюмы, сделали еще северный акцент, там, где писец, где Соболь, да, вот это все. Мгм. И очень они появились, когда... Ой, я не могу. А когда они появились в Новгороде, весь город ахнул и ходил за Фурор. ними следом. Да, следом просто. Мгм. И, Мгм. понимаете, язык-то, археологические раскопки это одно, но археологических раскопок языковых нет. И Ага. вот, я выкоп. А тут к ним приехала прямо археологическая, такая звучащая родная речь в том вот варианте. И те же песни, но другие, с другим напевом сохранили. Они-то идут дальше, и все люди Мгм. хотят развиваться, и меняются мотивы этих слов. Слова те же, вот озеро, ты озеро, до ножки приморозила, видите, за какое. А ребята, не ребята, а ребята-то пришли, да ножки сами, да пошли. Их, дед. Это я просто с магнитофонной записи вам говорю. И вот когда все это зазвучало, то есть это и ответный визит новгородцев во главе там с главой на юбилей уже вот Русского Устья. И они привезли на вертолете собранную там церковь, разобранную, привезли здесь, потом собрали. Та церковь, которая сгорела. А ведь они ехали на кочах, и 2 коча они везли на церковь. И вот она сгорела, да, вот. Но вот теперь из Новгорода тоже вот очень символично. И я так горжусь тем, что вот мы все-таки вот эти общины, когда-то бесхозные, никому не нужные, но сами просто собирали земляки. И вот мы, ну, их приютили в музей, давали им место для того, чтобы они там вот, и Собирались. собирались, и мечтали о чем-то Мгм. совместном. Вот вы мечтали вот эту поездку Мгм. вместе с ними. И я думаю, что это сейчас этот язык надо музеифицировать. И вот мы пришли к такому Да. выводу, Мгм. что все эти языки надо всем музеям, вот я сегодня хотела бы пожелать, всем музеям, чтобы были аудиоэтикетки,
везде, на родном языке. Вот надо все-таки вот это через Министерство Арктики теперь во Мгм. всех музеях Якутии, не только центральных, да, это надо Мгм. ввести в практику, потому что когда идет аудио и видят еще, надо сделать еще и на родном языке, чтобы напечатано было, и вот Мгм. именно устная речь пробуждает генную память, понимаете, да? И вообще Мгм. должны быть устные книги, и вот должны быть устные вот все вот учебники с устным таким. QR-код сделает, он включил Мгм. себе и слушает родную речь. Мгм. Вот это вот надо, но у них есть уже, Мгм. оказывается, уже это внедряется постепенно. Ну, больше, Мгм. больше надо. Газеты также надо снабжать Мгм. вот этими, Мгм. потому что и мелко старым людям, а тут... То есть вот то, что у меня еще день радио есть, оказывается, да, в моей копилке, да, и ну, дня телевидения еще нет, по-моему, ну и вот, значит, и сегодня в таком, значит, такой день, вот музей там объединяется, все то, что я умею, да, вот играть на рояле, рассказывать, ну, музыковедчески, да, вот мои труды там, и уже есть у нас, например, вот сами знаете, да, праздники, и тут нужны какие-то вот такие мероприятия, ну, к 4 ноября, вот вынь да положь, да, но, естественно, 9 мая, да, вот, и чтобы сделать качественную нашу работу, мы сделали прекрасные видеоэкспонаты, Мгм. помните, да, вот, Да. наши, это просто по операм, например, по русскому, вот по слову о полку Игореве, все мы читали как, зевая, да, а тут мы князя Игоря, значит, да, рассмотрели с точки зрения нового исследователя Левашова. И мы с ним вместе на одном курсе учились. Но он музыковед был, а я пианистка. Вот. И приезжал сюда, мы с ним встречались здесь. И вот вот он писал такие интересные статьи, он этому посвятил полжизни, да? А это неоконченная опера, вот, значит, да, и все листочки разрозненные. Сейчас скажу. И вот, значит, и назвали мы этот экспонат «Князь Игорь и хан Кончак», двоеточие. Мгм. Враги или родственники? Мгм. Они родственники. Понимаете, вся вверху, вот у них с половцами, да, у русских, 150 Мгм. лет они там рядом жили, постоянно Мгм. были войнушки. А что такое мирный договор в старое время? Это свадьба. Они Мгм. роднились. И вот, а Мгм. кто выходил замуж? Русские девушки-христианки, они не хотели менять веру, а Мгм. женились князья на половчанках. И вот у Мгм. князя Игоря, оказывается, и бабка у него, дочь хана Тугры, там, и мать у него, дочь хана Аепы, то есть он был метисом, и жена первая его была тоже половчанка. И вот они были фактически давно, пара дней, у них был колыбельный сговор детей, вот князь Владимир, вот, да, вот Игоревич, он должен был жениться на Кончаковне, да, это с колыбели акцы договорились. И почему у него такой плен был почетный? Потому что родственник прибыл, который Мгм. хоть и пошел на него войной, но вот сидел у него в гостях насильно. И вот в результате они поженились в истории-то. И, Мгм. и их внуком был Александр Невский. Понимаете, О, да? И мгм. вот, вот такие вот корни, вот рассказывая об опере, вот мы вот так стараемся, вот какие-то новые материалы привлекать. И вот в дальнейшем тоже, вот если бы у нас была возможность приобрести всю коллекцию Владимира Павлова, это замечательный бас, да, в театре. И он последние 20 или нет, 15 лет, наверное, ну пусть даже будет 20, это здорово. На каждый вечер идет снимать или спектакль, или концерт. Все, это удивительный человек, но ну, надо же не брать у него в подарок, правда, все-таки он столько работал. Мгм. Вот Мгм. какую-то вот спонсорскую помощь найти бы и выкупить бы у него вот эти пленки. И тогда бы мы нашу якутскую музыку и классическую музыку в исполнении наших звезд, и это будет вот наша будущая работа.
То есть у нас очень интересные, мы готовим в виде экспонаты, и вот каждый празднику мы готовы. Но и если о женщинах, кто-то о женщинах севера у нас, значит, Мгм. и детские, так у нас вообще очень... Кто стал первым создавать мультфильмы? На юкагирском, на Основы, да, ивенском, на фольклора. ивенкийском языках, Мгм. да. Да, Мгм. только мы, вот. И вот, правда, вот у нас на русско-устинском нет, вот. Но мы сделаем все-таки. Да. Еще есть. Мы Мгм. знаем, вот, да, кто Мгм. может на этом языке что-то. Вот, Мгм. и вот продолжая свою линию развития музыковедческой части и этнографической части, и народов всех наших. И вот мы и праздники их поддерживаем дальше, развивать именно. Они уж сами самостоятельно все делают. Мгм. И вот я лично очень удовлетворена всеми направлениями, но особенно, конечно же, вот у нас, сколько у нас в виде экспонатов-то? Я уже просто цифры Свыше не знаю. 50, Сколько? свыше 50 видей Ну, я экспонатов. просто 50 давно уже было. А сейчас, Мгм. видимо, вот с тем, как мы Да, уже. подключили Мгм. училище, вот, да, ой, я Мгм. говорю по-старому, это Мгм. колледж, Якутский колледж Культуры. культуры и искусства, да, и у него там Мгм. же целый есть вот такой вот факультет, вот, Мгм. и с которыми мы вместе сотрудничаем. То есть мы стоим, каждое направление у нас развивается, каждый будущий зал, будь то якутской музыки и фольклора, то или зал, тунгусский зал Ивенов, Ивенков, или зал, значит, северных народов, это юкагиры, чук, и два юкагирских народа, лесных юкагиров, адулов, и тундренных юкагиров, вадулов, чукчей, и там же, значит, будут еще и долганы Мгм. тюркоязычные. Вы знаете, у них очень Мгм. интересно. У них вот в фольклоре, они же на севере, в Таймыре живут, да? И около Мгм. Таймыра на нашей территории. И вот у них Очень интересная культура, подождите, язык, да. да, да, Мгм. лошади-то нет, но вот память Мгм. историческая у них есть. Но у них лошадь иногда с рогами. Вот именно. Как Но это как очень олень, да. ценно. Мгм. Это очень ценно, Мгм. чтобы вот это не меняясь, вот это изучать надо, почему он такой, да, вот это же очень Мгм. многое объясняет и иллюстрирует. То есть я Мгм. хочу пожелать, чтобы вот все наши подписчики, я очень рада за вас, девочек молодых, которые так хорошо, я-то полуслепая там, и вообще в технике, но только могу вот и монтировать, все этапы могу руководить, а вот так, чтобы самой, ну, и зрение не позволяет. И я хотела бы пожелать в такой замечательный день, Международный день музея, чтобы наш первый в мире музей музыки и фольклора народов Якутии пока, да, да, наверное. Вот, я думаю, что будет и, чтобы стало много музеев таких, надо помогать им Мгм. встать на ноги. Вот я Мгм. думаю, сейчас мы, вот, наш музей внес определенный вклад в науку, в развитие Мгм. науки России и мира, Мгм. потому что мы первыми, вот маленький-маленький музей в страшненьком-страшненьком здании, но в союзе со всеми другими Мгм. музеями, где Мгм. параллельно шли выставки, вот 92-й год, это шаманизм как религия, генезис, реконструкции, традиции впервые на территории Советского Союза Международная на конференция. запрещенную тему, впервые вот все ленинградцы из Кунсткамеры, да, вот из РЭМа, Российского этнографического музея, все эти ученые из Москвы, значит, и всех других мест, где вообще и изучается, и есть шаманизм, или как остатки, или вообще еще в живом виде, то со всего мира съехались к нам впервые на территории Советского Союза. Было столько вот такого количества на конференцию приехавших. Дело в том, что мы накануне в 91 году побывали на аналогичной конференции в Южной Корее. Вот это Валерий Шабрин нам раздобыл информацию, добыл, так сказать, ну,
спонсоров, и вот это вот, значит, и мы вот, и Карл Серпучев, значит, вот возглавлял нашу делегацию, и вот из 3 человек. И там была еще Нора Новгородова, якутка, вот та знаменитая доктор, монголовед, правда, она вот ушла и не приехала, давно уже не приехала сюда. И вот мы представляли там, значит, российскую науку. И когда мы объявили о том, что будет на будущий год впервые на территории Советского Союза будет такая конференция, то вот эти западные, у них, оказывается, давно существует вот такая ассоциация на Западе, вот для вас, как сказать, вот на Западе и на Востоке, да? Ну, откуда в Европе шаманизм, скажите? Они все сидят на наших материалах. Они ездят просто в Индию, они ездят там на Тибет и описывают что-то, да? А вот западные, значит, корейские и японские, ну, это этнические, так сказать, вот ветки шаманизма, вот никто, кроме них, их и не изучал, значит. И вот они, когда услышали, все потянулись ко мне со своими визитками, потом всем раздавали своим. И вот поэтому была такая представительность. И вот наш президент нашей конференции Анатолий Игнатьевич Гоголев, профессор наш, он тогда еще только ну, на пороге своей будущего взлета. Он уже вот накануне своей докторской диссертации, значит, и его весь мир узнал фактически. Потом мы его окружили такой вообще аурой. Вот он наш, он действительно глава якутских этнографов. И вот мы создали ему на теплоходе, у нас был теплоход. Потом я, правда, расплачивалась до Нового года, бегала по спонсорам, да, вот. Но у него с его женой Альбиной Николаевной мы им выделили люкс, и они и расписание составили всех иностранных гостей почасово, вот с представленными переводчиками, и вот он принимал их там, и вот велись свои разговоры, значит, и вот и это очень двинуло, конечно же, вот будущее участие наших ученых в их конференциях, потому что еще вот музей, мы со своих ничего не брали, мы им оплачивали. Проездные, гостиничные, как оплачивали? Это вообще целая эпопея. Все вспоминают эту конференцию как сказку бывшую. Вот все, вот всю жизнь читали вот Жуковскую. Вот она ходит. Всю жизнь читали книги Басилова, да. Вот он, Владимир Николаевич. Лена Сергеевна Новик, вот из Бурятии известный ученый, из Алтая, ну, и Новосибирский. То есть весь цвет шамановедения присутствовал здесь, и велись такие прекрасные заседания вот наших в 3 залах, 3 переполненных, места не было. Ни в Академии наук нашей вот здания с колоннами, ни, значит, в самый большой зал космофизики, по-моему, да, вот называется этот институт, да, космофизики, огромный зал, и все было, и библиотека наша. Все было переполнено, и они удивлялись, ученые, потому что такое конференции у них? Ну что везде конференции? 30 человек собираются, друг друга слушают и разъезжаются, да? А тут народ с улицы, значит, вот и рвутся, все выступают. И, в общем, мне пришлось даже наиболее уважаемых экстрасенсов пригласить на теплоход. И это было вообще невиданное, чтобы ученые жили вместе со своими подопечными. У них все ночи проходили как экспедиции. Они с магнитофонами видео записывали. То есть это вообще там свои уже легенды про конференцию идут. И вот, ну, конечно же, были и трудности, естественно. Финансирования вообще не было. Вообще не было финансирования. Мне отказали за месяц. Тем Вот. И более в так что я 90-е знала, годы, да? да, нет, не потому, там совсем по-другому. Ну, в общем, испугались шаманизма. Ну, нет, чтобы за 2 месяца. Ну, ладно, все равно я знала. Вот те новые якуты и новые русские, которые приходили в музей со своими, вот 90-е годы, они все вдруг стали такими предпринимателями. У них у всех какие-то гости, не только из Москвы, там, а зарубежные. Они куда ходить-то? И они приходили к нам.
И вот я ходила, но я плохо вижу. И поэтому я не видела этого покосившегося пола. Я не видела его просто. И вот ходила по этому зданию старинному. И вот и просто рассказывала структуру камлани. Играл ритуальный танец шамана Захара Степанова. Значит, и все. Они все поражались, что это не просто там взял бубен и начал что-то бить. У него определенная структура есть у этого действия. Это ритуал вот, разработанные веками, вообще хранимые. А это какой система музыкального мышления? Это вообще там 3 стиля пения, и все они потом, если рассказывать долго, то это долго. Ну и вот, и когда я пошла, и они все спрашивали, наши, новые русские, новые якуты, чем можем помочь? Я уже знала о ведущихся там за спиной у президента, там, с разных сторон его уговаривали не делать это, не разрешать этого. Ну, я говорю, потом. И вот за месяц я пошла по этим молодым людям со сметами. Вот возьми на себя это, а? Что это? Проживание звезд науки в гостинице. Да. Сколько-то? Нет проблем. Другой. Оплати проезд звезд науки Санкт-Петербург, Якутск. Сколько там? В общем, все. Самолет, ну, проезд из Санкт-Петербурга, из Москвы, мы там собирали их кучками, и вот на этот рейс, и из Владивостока, и, ну, это вообще сказка была, из Новосибирска, и вот, с иностранцев мы брали, ну, они проживали, конечно, за наш счет и питались, но мы брали вступительный взнос. $200, да. И это было сказано уже и в приглашении в самом, а это во всех приглашениях мира, оказывается, есть, и поэтому наши ученые не ездили никуда. Где им взять эти $200, которых никто в жизни не видел до этого? И вот мы с тех пор, вот лет 5, снабжали наших ученых вступительными этими взносами. Вот из этого фонд создали, значит, да, и вот фонд Нюргун, вот из этих вступительных, а их много было, этих иностранцев, с каждого по 200, и вот, значит, ну, нет, на несколько лет нам хватило, чтобы наши ездили, а потом уже появились и командировочные соответствующие. То есть это вот эти конференции, еще же было, я не могу не отчитаться сегодня, вот перед вот этими огромным вкладом, я считаю. Вот. То, что вот маленький музей замахивался, но у нас был такой актив научный и из институтов, и из университетов, всех, кто болел за это время дело. И вот мы провели, никто в науке России, ни Новосибирск, никто не проводил конференции «Музыкальная этнография тунгуса-маньчжурских народов». Представляете? И только мы вот в 2000 год получили гранты президента Российской Федерации, фонда, значит, Института открытое общество, потом и в результате этих двух больших вложений нам и ФЦП, Федеральная целевая программа «Культура России» дали все деньги вот на эту первую в мире конференцию «Музыкальная этнография тунгуса-маньчжурских народов». Вот, она прошла великолепно. Потом пришли ко мне отдел палеазиатский, юкагиры. Почему вот вы с ними проводили? Давайте теперь наша очередь. И в 2003 году, получив сразу грант Федеральной целевой программы «Культура России», сразу нам все дали. И на издание, и на проезды, и на гостиницы, и на проезд этих носителей. Да, вот, ну, вот. И я все мечтала о том. Потом вторая была конференция, через 10 лет пришли юкагиры и сказали, 10 лет прошли, давайте вторую. И вот в 16-м мы добыли грант Федеральной целевой программы, научной программы, вот, и провели вторую. И вот, наконец-то, эту эстафетную палочку этой конференции азиатских народов, вот, да, фольклор полинезиатских народов, она была подхвачена Домом народного творчества Сахалина, Южно-Сахалинска. И вот в позапрошлом году она прошла успешно, получили они гранты своего главы. У них там еще, знаете, у них все по уму. У них там работает американская компания, которая добывает шельфовую нефть. И у них прямо целый есть раздел КМНС вот в этой компании. Они решают.
собирают заявки и выполняют все мечты. И вот теперь эта конференция стала уже, как я мечтала, помните, мы говорили все время, чтобы, да, чтобы она стала кочующей, кочующей. Она перекочевала сейчас на Сахалин, потому что я там была в прошлом году, позапрошлом году теперь уже, и с таким пиететом меня встречали, вот первооткрыватель этой идеи, по самой конференции. И вот когда впервые, значит, я поняла, что она должна быть, потому что у них вот не привозить сюда, да, юкагиров с Колымы, да, из Арктики должна привозить, чтобы концерт тут показать им, да, да, вот, это огромные деньги нужны, а все рядом, все рядом, и вот они приезжают, и вот тут и общаемся, и можно и купить все, значит, и книги. Книги вообще бесплатно раздавали эти американские спонсоры-то. Наши-то что-то никому ничего не помогают. Что они там, кого поддерживают, мы не знаем конкретно. А у этих прямо программа помогать помощи, всякой помощи. Хотите, дом построили огромный, и теперь там будет этномузей. Ну, уже не такой, как у нас, такой огромный, но все-таки будет второй этномузей, может быть, этномузеи такие есть в селах, но вот хотелось бы, чтобы фольклором они занимались. То есть, и вот мы как раз заговорили, Аиса Петровна, вот вы как раз заговорили о Сахалине, и Ольга Хуриюн вот в комментариях отписала, что передает вам свое почтение и сахалинский привет. А я хочу передать тогда якутский привет, да, нашим сахалинским друзьям. У них же, кажется, на будущий год, что ли, будет следующая конференция. Они такие темпы взяли, с такой поддержкой. Нас никто не поддерживает. Вот впервые, раньше поддерживали, в самом начале федеральная целевая программа была. Вот сколько не пишем, да, все эти. И вдруг мы так уж перед Новым годом написали за год, давайте напишем, что делать. Мы пишем, ничего не дают. И написали о юкагирском мультфильме, на юкагирский эпос Эдельвей, на гранд-президента. Пусть гуляет бумага, ладно. И вдруг недавно, да, получили. Наконец-то обратили внимание. Уж сколько лет нашему музею, уже 30 лет будет на будущий год. И вот наконец-то, мы все-таки, опережая время, хоть что-то застали еще. А сейчас, может быть, уже и собирать-то нечего. Вот сейчас ехать в Русское Устье, тоже знаете, вот если бы не эти записи радио старинные, то, может быть, и не было бы уже. Надо ездить. Ты знаешь, нам дают деньги на экспедицию? Нет? Нет. Получил грант университет, они нас взяли хоть одного человека? Нет. И в результате где эта экспедиция? Они нам ничего не сдали к нам. Что они там надыбали, что называется, что они там написали. Нам надо объединяться всем и не хранить там друг у друга, у себя там какие-то материалы, а наоборот надо, это же у нас фонд Российской Федерации, мы так отчитываемся перед всеми и отвечаем головой за хранение. И вообще я очень благодарна сегодня высказать слова благодарности Елене Борисовне Степановой. Это выдающийся музеевед. Это кандидат исторических наук, который работала в фондах Большого музея Ярославского, художественного музея, пришла к нам и, в общем-то, навела порядок в наших фондах. И теперь мы отчитываемся перед любой этой проверкой 15 минут. Покажите нам эту книгу, вот она, вот тут, 15 минут они у нас сидят. Все в ажуре. Вот. Спасибо. Спасибо, Аиза Петровна. Спасибо большое. У нас большой праздник. Последнее, что я скажу. У нас замечательный молодой коллектив. Вот перед вами один из замечательных знатоков вообще всех этих дел со всякими инстаграмами. Ольга, значит, Громова, и все, и мальчики наши, и все, кто знает эту технику. И к тому же Нюргустана Слепцова прекрасно знает, та, которая создала
у нас бессмертный есть экспонат к 9 мая. Да, вот символы русского бесстрашия, Брестская крепость. Мы Брестская там под крепость. Брестская крепость, это вообще, Мгм. и писатель Смирнов там о нем говорили. Кто нам сделал вообще этот выходной праздник вот серии своих телепередач, вообще книгами о Брестской крепости? Запрещали же все. Вот, и удивительная наша деятельность, у нас впереди огромные планы, очень много работы, и мы на правильном пути, каждый вот в нашей собственной отрасли. Нам бы Мгм. только здание бы и поддержку бы правительства в этот Мгм. наступивший век интереса и поддержки Арктики, а следовательно и традиционной культуры народов Арктики. Будем надеяться на это. С праздником! Мгм. С праздником, Маиза Петровна! Спасибо большое за то, что вы сегодня украсили наш эфир. Ой, Вы, как всегда, наверное, полны долго говорила. энтузиазма, полны планов. Вас всегда интересно слушать. Ага, спасибо большое. До Спасибо. свидания. Здоровья всем! Мгм.